Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вам важно узнать до понедельника? Какая важная информация должна быть вами услышана? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть важная и нужная информация вас, мои дорогие и любимые, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Вам сейчас буквально вот кричат о том, чтобы вы остановились. Вот остановись, не делай этого. То ли вы с кем-то хотите разорвать отношения, то ли вы хотите с кем-то ссору устроить, то ли вы, в принципе, хотите отказаться от общения с каким-то человеком. Но если вы это сделаете, вы потом жалеть будете. А тот человек, кто сейчас у вас, грубо говоря, под вопросом находится, этот человек не так уж и плох. И этот человек еще вам пригодится, и пригодится не раз. А еще мне идет, что этот человек даже какую-то жертву принесет для вас. То есть пожертвует собой, своим временем, какими-то там ресурсами, деньгами, например, пожертвует в пользу вас. Да, может быть, отношения накалились. Да, может быть, сейчас у вас действительно рассорка происходит. Может быть, вы устали от какого-то инфантильного поведения, либо несерьезного поведения. Но вам говорят: остановись, не надо ругаться, не стоит выяснять отношения. Этот человек тебе еще не раз пригодится. Да, ты очень многое дала этому человеку. Да, ты очень много вкладывалась в этого человека, а отдачи не было. Но время еще не пришло, понимаете, время. Вот когда придет время, этот человек вам очень сильно понадобится. Либо этот человек будет единственный, кто сможет вас спасти, вам помочь, либо что-то грандиозное сделать для вас. Вообще мне идет какая-то жертва. Да? Человек принесет жертву на благо вам. Свою жертву на благо вам. Может быть, вы хотите выяснять отношения с любимым человеком, в прошлом любимым. Может быть, это ваш муж, может быть, это кто-то из родственников, может быть, это начальник на работе, либо коллега на работе, соседка, например, непутевая, которая жить вам спокойно не дает. Не надо сейчас ругаться. Вам нужно остановиться, переключите свое внимание на что-то другое. Ругаться не стоит с этим человеком. Да, я вижу, эмоции ваши кипят. И у вас действительно праведный гнев, аж бурлит у вас. Но, пожалуйста, не ругайтесь. Вам ангелы кричат, небеса кричат, высшие силы кричат, судьба кричит и говорит: пожалуйста, не делай этого. Этот человек, с кем ты хочешь поругаться, либо разорвать отношения, тебе очень сильно пригодится. Этот человек принесет жертву на твое благо. Поэтому услышьте, пожалуйста. Если хочется выяснить отношения, отложите, уберите эту тему. Думайте о чем-то другом, займитесь чем-то другим, но не этим Иначе потом пожалеете, потом локти будете кусать, и винить себя. Зачем это? Лучше не делать. Ругаться вообще ни с кем нельзя. Это негативная энергия, это негативные эмоции, которые только лишь мешают и разрушают жизнь человека, делают его слабым, восприимчивым. Вы лишаетесь поддержки. Ругаться не надо. Все, оставьте как есть. Вы скоро все поймете. И этот человек вам пригодится гораздо раньше, чем вы могли подумать. Да, может быть, долго ничего не делал, никак себя не реализовывал, не проявлял, никакого толку не было в этом человеке, только одни муки до страдания от этого человека. Но этот человек вам очень-очень пригодится. Мне идет, что жертву принесет. Причем не задумываясь, даже просить не надо будет. Человек пойдет и принесет жертву. И это вы удивитесь, уже другими глазами посмотрите. Нельзя ругаться, нельзя разрывать связи, нельзя разрывать отношения. Услышьте, пожалуйста. Дальше, мои хорошие, показано, что у вас будет ключ от единички.
вам в руки идет ключ, который может дать вам единичку. Но ключ вы хотите, а единичку вы не хотите. Единичка – это быть главным, это быть первым, это быть самым важным. Может быть, вы не хотите ответственности, может быть, вы не хотите на себя возлагать какие-то обязательства, может быть, вы, в принципе, не стремитесь к тому, чтобы взойти на престол, да? Потому что единички – это у нас лидеры, начальники, руководители, управленцы. Это самые главные люди, от которых все зависит. То есть, с одной стороны, да, это привилегия, это статус, но с другой стороны, там же и ответственность лежит. И ответственность очень серьезная. Смотрите, вам небеса говорят, что если ты не возьмешь эту единичку, ее возьмет какой-то абсолютно аморальный человек, токсичный человек, и будет всем плохо. Понимаете, всем. Он вот прям токсичные эти флюиды, волны пойдут, и все будут плакать, все будут страдать. Да, ответственность — серьезное дело, и не каждый может ее взять, но в данном конкретном случае лучше вам, чем кому-то другому. Вот, потому что вы же можете и пострадать в первую очередь от этого токсичного человека, кто возьмет эту единичку. Ключ – это возможность. Ключ вам открывает дверь в эту единичку. То есть, скорее всего, вам будут предлагать руководящую должность, возглавить какой-то проект, возглавить какое-то сообщество людей, не знаю, может, там, стать модератором какой-то группы в интернете. Может быть, руководить кем-то, командовать, давать разнарядки. Соглашайтесь. Соглашайтесь, и всем будет хорошо. А если откажетесь, то всем будет плохо. И вам в первую очередь. Ключ – это правда, это истина, это, опять же, да, предложение. Не надо отказываться. Вот тут надо брать. Там не нужно ругаться, а тут нужно брать. Соглашаться нужно. Так, еще какой-то волк. Очень худой, одни кожа и кости. И вы считаете, что этот человек не опасен. Смотрите и думаете, что это там, кожа, кости, зубов уже практически нет. И толку, что волк, да, не опасный. На самом деле этот человек, он очень опасный. Очень коварный и очень опасный. Вы можете ошибиться. И ошибиться не в пользу себя, а в пользу этого коварного волка. Вы этого волка себе за спину пустили. То есть просто не уделяете внимания. Не то чтобы не уделяете внимания, вы упустили из внимания этого человека, посчитав человека абсолютно безопасным. На самом деле очень опасный человек. Понимаете, может и не укусит, но подпортить вам жизнь очень даже может. Нету бывших врагов, да, не бывает бывших злодеев. Человек, который единожды оступился, он всегда будет идти этой тропой. Она его будет манить. Это, как, знаете, метка зла на этом человеке. Как заражен человек злом, и зло в нем как то ли прорастает, прогрессирует, то ли как в инкубации находится. Но оно есть. Эти зерна зла уже есть в этом человеке. Метка зла на этом человеке есть. Поэтому, пожалуйста, если вы с кем-то действительно были в плохих отношениях, либо кто-то вас в прошлом обижал, не спускайте с этого человека глаз. Поверьте, этот человек по-прежнему опасен. Не пускайте себе за спину. Пусть этот человек всегда будет где-то перед вашими глазами, но никак у вас за спиной. Потому что мне идет, что этот волк что-то замышляет. И причем замышляет не один. Не один, там кто-то еще есть, кого вы вообще не видите. Вот как с кем-то сговаривается, к чему-то готовится. Здесь как нанести вам удар, либо что-то вот такое сделать, что-то такое негативное, да, подгадить. Хочется подгадить. Чем больше, тем лучше. Будьте повнимательнее, и бывших врагов не бывает. Прям запомните это и никогда не забывайте. Пусть эти бывшие враги будут у вас перед глазами. Всегда, всегда. Никогда не отворачиваюсь, всегда наблюдаю, изучаю, узнаю. Это прям поможет вам избежать в будущем больших неприятностей. И вам, и вашим близким, между прочим. Потому что сторона правая – это все, что касается вас, вашей жизни, вашей семьи. Дальше, мои хорошие, до понедельника вам очень важно узнать, что ваш ботинок развернется в левую сторону. Скорее всего, вы что-то запланировали,
либо вы куда-то намерились ехать, да, вот у вас есть план куда-то съездить, куда-то сходить, что-то вот сделать. Ваш, видите, ботинок развернулся в левую сторону. То есть все может измениться, причем измениться резко в один момент. И планы могут измениться, и события могут перевернуться. Не переживайте, и не стоит, как сказать, видеть дурные знаки там, где их нет. То, что ваш ботинок перевернулся и смотрит влево, это не говорит о том, что вам кто-то дороги перекрыл, либо возможности прикрутил. Нет, скорее всего, у судьбы другие дороги для вас. Судьба ведь всегда знает, куда отправить человека, с кем отправить, куда подвести. То есть, возможно, есть другой путь, возможно, есть другие возможности, либо что-то более актуально в сегодняшнем дне, чем то, что вы задумали. Вот. Будьте к этому готовы и будьте благодарны судьбе за то, что она вас ведет. То ли вы сами идете на ощупь, вы же будущего своего не знаете, да? Человек лишен этой возможности знать свое будущее досконально. Мы лишь только можем подсмотреть это будущее. А вот знать досконально мы не знаем. Судьба ведет. Избранных людей судьба ведет. А люди, которые, сами по себе, им очень тяжело в жизни. От этой свободы, вседозволенности, вседоступности начинает кружиться голова, и люди просто в стопором становятся на одном месте и не знают ни куда идти, ни что делать, ни куда двигаться. Жизнь проживают, как одним днем проживают, да, прогорают. Поэтому вас судьба ведет, поблагодарите судьбу и идите туда, куда вас ведут. Поверьте, вам никто не хочет навредить, наоборот, вашу жизнь хотят сделать максимально хорошей, комфортной и удобной для вас. Судьба прям, на линии судьбы у нас, да, этот фрагмент. Судьба знает, что делать, судьба вас не подведет. Дальше, мои хорошие, до понедельника. Тут у кого-то из девушек переживания по поводу мужчины, его верности, его честности, его истинного отношения к вам. С левой стороны показано, что этот мужчина с какими-то женщинами связи рвет, прям разрывает, по-живому режет, разрывает. Если вы подозреваете, что мужчина неверен, если вы подозреваете, что мужчина причастен к каким-то интрижкам, да, мягко скажем, то вы очень сильно ошибаетесь. Этот мужчина, на которого вы думаете, он наоборот разрывает те все связи, которые его когда-то тяготили. Либо он разрывает связи, которые, может быть, и были тайными, да, до поры до времени, а потом он все-таки выбрал вас, и быть с вами, и жизнь с вами он выбрал. Вы для него самая главная, самая любимая, самая важная женщина в мире. Кстати, возможно, вот это и вот это событие, они взаимосвязаны, потому что одно под другим идет, да. Может быть, вы поругаться хотите, потому что думаете, что он неверный, а на самом деле он сейчас почищает все, что было в прошлом, но даже не просто почищает, он удаляет это все, да? Удаляет всех этих знакомых, незнакомых, перезнакомых женщин, контакты, приходит, сам говорит: все, больше ко мне не лезь, ко мне не подходи, я не хочу тебя видеть, я не хочу тебя знать. Вот он делает все, чтобы перед вами чистеньким пристать, да, сказать, что вот смотри, теперь я чист перед тобой, ничего нет за мной, ничего, все чисто у меня. Только ты мне одна нужна, только тебя я одну люблю. Вот. И, конечно, никаких гулянок у него в голове нет. Наоборот, он думает о том, что всю свою жизнь он хочет посвятить вам. Возможно, да, он чувствует, что он перед вами в чем-то виноват, потому что не все вам, скорее всего, рассказывал, из своего прошлого не все рассказал. Но сейчас он все это убирает для того, чтобы не было этих мук совести, назовем это так, и чтобы у вас сомнений по поводу этого мужчины тоже не было. Он старается, мои хорошие. Если бы не любил, то и не старался, да, все равно бы было. А тут прям четко показали, что разрывает связи. С кем-то он лично говорит, кому-то по телефону говорит, пишет, скорее всего, еще, может быть, в соцсети. Все, меня не трогайте, меня нет. Для вас я всех умер, да. У меня теперь только одна женщина, либо я люблю только одну женщину. Как-то так он разговаривает. Достаточно, кстати, грубо он разговаривает. Но, с другой стороны, пусть хоть так, да. Нет измены, нет. И также, мои хорошие, вот у кого-то отыграется, что, возможно, вы далеко друг от друга,
Допустим, вы в одной точке мира живете, он в другой точке мира живет. И вы не знаете, чем он занят, и вам кажется, что он там во все тяжкие гуляет, развлекается. На самом деле нет. Такого нет. Этот мужчина только думает о вас и о своей любви к вам, и о своей жажде вас. Ему хочется быть только лишь с вами, рядом с вами. И он работает над тем, чтобы воссоединиться с вами. Ну, либо вас, я не знаю, там зазвать, заманить к себе. И потом уже вас никогда не отпускать. И еще до понедельника вам важно узнать о том, что ваши страхи, скорее всего, они как будто бы не настоящие. Какая-то новость, какие-то слова прям задели вас за живое. Не знаю, больше похоже на новости, либо разговор с кем-то. Человек мог сказать: представляешь, там такое, либо хотят такое сделать. И вы испугались, и вы думаете: да как так? Ну все, мир рухнет, да, если там примут какой-то закон страшный, либо еще что-то сделают. Потому что на работе там все хотят сократить, вам сказали, и вы думаете, куда идти, где работу искать. А может быть, действительно на уровне государства новые законы, новые правила, такие, знаете, против людей, которые называются. И сейчас это беспокойство, оно в вашем сердце находится. И вы действительно начинаете об этом задумываться, вы начинаете паниковать, как волна нарастает, либо как лавина сходит. Да? И это все может вылиться действительно в проблемы со здоровьем. Сон 100% у вас полетит, да, трудно будет заснуть, либо вы будете просыпаться среди ночи и думать про эту тему. Ну, а дальше будет и остальное там, да, подтягиваться. Иммунитет начнет падать, у кого-то депрессия начнет развиваться. Смотрите, вам буквально сейчас говорят, чтобы вы не паниковали. Да, что-то будет принято, какие-то изменения произойдут, но для вас они не фатальные, для вас они судьбоносные. Для кого-то, может быть, будет и плохо, но для вас будет хорошо. Вы ничего не потеряете, вы наоборот обретете. Причем обретете то, о чем раньше никогда даже мечтать не могли. Вот. Это не случится до понедельника. Это даже не случится, например, в этом году. Возможно, это случится в следующем году. Но просто уже разговоры сейчас начались. Бояться вам не надо. Наоборот, вам нужно радоваться. Вот для кого-то слезы, а для вас смех и радость. Для кого-то минус потеря, а для вас плюс подарок. Понимаете, вот так мне идет. Не бойтесь. Не бойтесь, с вами плохого не случится. Дальше. Показываю человека, который никак не может на работу устроиться. Опять же, это, возможно, вы и ваши затрудненные поиски работы. А может быть, кто-то из ваших близких людей, да, который вот мается, мучается, ходит, ищет себе работу, там, на собеседование ходит, никакого результата нет. В принципе, там никакого отклика на резюме нет. И это прям ужасно, это опустошает, теряется вера в себя, опускаются руки, и непонятно, что со мной не так, почему меня не берут на работу, почему другие люди могут находить работу, устраиваться, и все у них хорошо, а у меня, наоборот, все очень и очень плохо. Но вот здесь показывают, что вам какая-то особая работа предназначена, либо какое-то особое рабочее место. Но вот знаете, как предопределено, что вы должны работать там-то, там-то, на такую, занимать такую-то должность, в таком-то офисе, в такой-то фирме, по такому-то адресу. Да, вот предопределено. И пока это время идет, вы вот ходите и маете, потому что вы не знаете, что вам предопределено. Мне идет, что не до понедельника, но чуть попозже, ну, может быть, это будет, там, не знаю, среда или четверг, с вами свяжутся. Ну, либо свяжется с вашим близким человеком. Скорее всего, это будет первый как звонок, либо вас пригласят на собеседование, либо, в принципе, да, у вас спросят, вы еще заинтересованы в работе, в должности. Вот, ни в коем случае не отказывайтесь и соглашайтесь на все условия, которые будут вам предлагать. Потому что эта работа, она предопределена для вас, и на этой работе, на этой должности у вас великое будущее. То есть, ну, буквально, да, может быть, вы долго пытались где-то обосноваться, да, либо вы хотите сделать карьеру, вы хотите стать успешным человеком. И вот судьба решила так, что именно в том месте ты всего добьешься. И поэтому не получалось устроиться на другую работу. Потому что если бы вы где-нибудь устроились, то вы бы там и сидели, да?
обрели бы эту свою стабильность и никуда бы дальше не двинулись. Поэтому, скорее всего, такое ограничение сейчас есть, но оно ненадолго. Скоро все изменится. Вы работу свою найдете, работу своей судьбы найдете. Там, где вы сможете полностью раскрыться, там, где вы сможете реализовать все свои способности, и там, где вы сможете очень многого добиться. Ну, не за один день, понятно, да, и, возможно, даже не за один год, но, тем не менее, там очень классные перспективы. Поэтому, мои хорошие, да, так показали. Никто вас не поглазил, нет какого-то негатива. Здесь просто определенная работа вам уже судьбой предопределена. И нужно просто дождаться, когда это все у вас случится. А оно точно случится. На коне будете скакать. И какое-то еще как здание необычное мне идет. Может, вы там работать будете, а может быть, там вы интервью будете проходить. Ну вот, показали. Да, это показали. Так, еще до понедельника вам важно узнать, что какой-то не очень хороший человек обмануть вас попытается, обмануть. Причем обмануть достаточно, ну, мастерски, давайте уже дадим дань должному. Там очень сложный обман, который просто сложно распознать, но, тем не менее, будут какие-то тревожные звоночки, по которым вы поймете, что вас обманывают. Здесь речь идет о каких-то предложениях, о каких-то деньгах у кого-то отыграется, еще может отыграться там про здоровье речь. То есть что-то такое грандиозное, невероятное вам будут предлагать, причем человек будет набивать себе цену. То есть человек может говорить: да, у меня дорого, потому что у меня все самое лучшее. Либо вы обо мне никогда не слышали, потому что я работаю только лишь там для элиты, для избранных. Понимаете, вот такие даже вот какие-то будут фразочки вам идти. Но не дайте себя обмануть, проверяйте все документы, справки, лицензии, разрешения на работу, там, что еще может быть в вашей стране. Все это проверяйте. И обязательно личность этого человека проверьте в интернете. Скорее всего, вы найдете что-то прям грандиозные отзывы, которые сфабрикованы. И также вы найдете отзывы реальных людей, которые будут писать, что это мошенник. Вот так мне идет. Нельзя стать жертвой мошенника. Вам сейчас потери ни к чему. И разочарование тоже ни к чему. Поэтому вы зашли на эту отсыпку. Поэтому я вас предупреждаю. То есть, вернее, судьба через меня вас предупреждает. Так, еще. Выбор без выбора. Иллюзия выбора. Вроде как бы выбор, но не выбор. Да? Выбирать-то не из чего. Выбирать лучшее из худшего еще тот вариант, да, еще то удовольствие. Мои хорошие, тут даже задумываться не надо, ничего не выбирайте. Откажитесь от этого выбора. Этот выбор, он несостоятелен. Вы достойны лучшего, вы достойны большего. И еще такую вещь скажу, что если вы откажетесь от выбора, то вы ничего не потеряете. Наоборот, вы обретете новую возможность в будущем выбирать что-то уже более хорошее, лучшее. Вот сейчас лучше отказываться. Вот кто-то вам будет выбор отдавать. Либо человек скажет: выбирай, что ты хочешь, это или это. А вы скажете: ничего я не хочу выбирать. Вот из этих остатков, объедков, либо ужасных вариантов я точно не буду. Да, так показали. Так, еще до понедельника вам важно знать, что та тяжелая задача, за которую вы взялись, либо еще успеете взяться, вами будет доведена до ума, до конца вы доведете. Да, легко не будет, легкости вам никто не обещает. Но то, что у вас все получится, и то, что вы, вложившись в эту ситуацию, добьетесь успеха, это 100%. Будет тяжело. И еще вот показано, что никто помогать не будет. Не потому, что не хотят, а потому, что слишком сложная задача. Понимаете, слишком сложная. Люди не способны на нее. Это только лишь вы способны. Но и вам тоже будет тяжело. Но вы это сделаете. Главное, не разочаровывайтесь в себе, если что-то не получается там, с первого, со второго раза. Попытка не пытка, действуйте, делайте, пока не получится. Когда вы справитесь с этой ситуацией, а вы точно справитесь, все остальное для вас покажется ерундой. Мелочью, понимаете, мелочь, это мелочь, я все могу. Теперь я знаю себе цену, теперь я знаю, на что я способен, на что я способна.
Я вижу, что вы сделаете. Получится. Может быть, дольше по времени займет, больше придется прилагать усилий, там кто-то нервничать может. Ну, как бы понятно, да, если не получается, то и люди нервничают. Но вы своего добьетесь. 100% добьетесь и все решите, все сделаете, до ума доведете. Вот. Ну, а не обижайтесь на людей, потому что они просто не способны на то, что способны вы. Им даже в голову это не приходит, они такого боятся. Вот. Хотели бы вам помочь, но не могут, просто не могут. Ни ментально, ни физически не могут. Так, еще. Вы кому-то что-то хотите дать, либо отдать. Плохая идея, очень плохая идея. Знаете, там такой человек, ну, внешне приятный, а по сути очень неблагодарный. И еще мне идет сплетник, сплетница, да. Ну, допустим, у вас есть какие-то старые вещи, которые вы уже не носите, либо, ну, какая-то техника, может быть, там, не знаю, посуда, которую вы не пользуетесь, но она вам мешает, вы хотите от нее избавиться. И вот вы думаете, кому-нибудь отдам, спрашиваете. Человек говорит, да, я хочу, мне это надо. Вот вы думаете, о, доброе дело сделаю, и сама избавлюсь от того, что мне мешает, и человеку помогу. А человек, понимаете, он это все может выставить так, что вы там какая-то такая-сякая, людей унижаете, что попало раздаете, там сломанное, поломанное, ношенное, переношенное. Знаете, еще такой резонанс может пойти, как, знаете, вонь поднимется, да, что еще люди будут на вас так хмуро смотреть, считая вас, ну, какой-то, как бы это правильно сказать, неуважающие других людей, что вы там мусор раздаете, что вы типа там добрые дела делаете, имя себе создаете. На самом деле вы просто от мусора избавляетесь. Понимаете, вот тот, кому вы хотите отдать, просто так это все против вас обернет. Тут не благодарность пойдет, а пойдет вот именно какая-то клевета, ложь в вашу сторону. Поэтому лучше не на мусорку несите. Вот мусорка точно вам плохого ничего не скажет. А человек запросто может все обернуть против вас. Что вы там заношенные вещи даете, да, что вы там хлам даете, поломку даете. Вот это ни к чему. Всем потом не докажешь, что вы хорошее давали, да, что человек просто такой неблагодарный оказался. Вот такой момент вас предупреждают. Лучше выкинуть. Либо отдайте в эти пункты, где собирают использованные вещи. Ну, в разных странах, я не знаю, как есть, нет, но в некоторых странах я точно знаю, что есть такие пункты, там, где можно просто сдать и все. Ну, бесплатно, понятно, просто отдаете и все. А потом эти вещи, как-то их там, не знаю, повторное использование, либо распределение какое-то идет. Там больше пользы будет, чем кому-то из рук в руки отдавать. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.